столице республики состоялось заседание наблюдательного совета акционерной компании «Алроса». Прежде всего, речь шла об итогах IPO компании. Все подробности международного публичного размещения акций «Алроса» на московской бирже, какую дал совет оценку самой крупной знаковой сделки этого года и куда будут направлены вырученные от продажи 7% акций алмазного гиганта деньги, в обзоре Александры Охлопковой. Подготовка к крупнейшему IPO за историю рынка на московской бирже за последние 7 лет продолжилась ровно полгода. Сбор заявок, желающих приобрести акции компании, начался с октября этого года. В книгу заявок поступило предложение от 71 компании. Во время IPO было продано по 7% акций России и Якутии, а также 2% пошли от самой компании. Всего было продано более 500 миллионов ценных бумаг. Каждая из них оценивается по 35 рублей, что, по словам экспертов, считается большим успехом в условиях современного состояния российской экономики. IPO, во-первых, это итог, по сути дела, всей работы после кризиса, когда компания формировала свою стратегию, ориентированную только на алмазодобычу. Компания проделала, как это говорится, большую достаточно домашнюю работу с точки зрения улучшения качества аудита по международным стандартам. Мы сделали полный аудит нашей геологической базы. Что касается географии инвесторов, 55% выставленных акций ушли в Соединенные Штаты Америки, 20% досталось Великобритании. Такой же процент остался и в России. Также на заседании было отмечено, что 90% заявителей являются долгосрочными инвесторами. Председатель наблюдательного совета акционерной компании Илья Южанов назвал проведенную кампанию по размещению акций образцом для многих отечественных компаний. Показало, что у нас и органы управления федеральным и государственным имуществом работают эффективно, и что в компаниях с госучастием, их часто ругают, но есть компании, в которых менеджмент работает рыночно, очень эффективно. И я думаю, что вот это как раз образец для очень многих отечественных компаний. Общая сумма сделки составила $1 миллион, из которых по $562 миллиона от приватизации акций получит Россия и Якутия, а $162 миллиона получит сама компания. Привлеченные компанией средства от продажи 2% акций при IPO могут быть инвестированы в поиск и разработку новых месторождений алмазов или на переход к подземной добыче на карьере «Удачный», а также возможно и на значительное снижение долговых обязательств головной компании. Для акционеров и для инвесторов на этапе размещения акций одним из главных вопросов была стабильная дивидендная политика. И уже много лет компания стабильно выплачивает средства акционерам. И это было очень важным сигналом на этапе размещения, что компания планирует увеличить эти выплаты, тем самым показывая доходность для инвесторов, доходность на одну акцию, ну и, по сути, результатов вложений своих в данную компанию. Поэтому приветствуем данный шаг. Полностью данный шаг соответствует намерениям российского правительства об увеличении дивидендных политик и улучшению дивидендных политик компании с госучастием. И приветствуем решение, что компания стала пионером. Целесообразное использование привлеченных денег от публичного размещения акций «Алроса» волнует многих якутян. По словам президента республики Егора Борисова, доходы будут связаны с решением накопившихся проблем в Якутии. Это прежде всего речь идет о ликвидации аварийного жилья, речь идет о газификации, речь идет о инфраструктурных проектах коммунально-энергетического направления. Поэтому в декабре будет принято решение именно по средствам, которые будут направлены в этих проблемах. Наблюдательный совет также утвердил изменения в положение о дивидендной политике компании. В соответствии с внесенными изменениями «Алроса» будет направлять на выплату дивидендов не менее 35% от суммы чистой прибыли, исчисленной на основании консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности. Александра Охлопкова, Вадим Ганкевич, Дмитрий Сербучев, НВК «Саха», Якутск.